знаете про изменения в конкурсе? Сейчас скажу. Я очень рад. Я думаю, что мы с вами еще ни разу встретимся, поэтому давайте активно участвовать во всех мероприятиях, которые вот будем проводить в Казани или на Бринчелак. Поэтому спасибо. И сейчас Сердар коротко düşündürür, так, консульский учет, про это и какие дела надо, это, ну, по документации. Her kim öýlerine gaýdanygda, Türkmenistana baranygda, her kim öz welaýatyny aglana bolýar. Rayon aglana, şäher aglana tapagy ýok. Okaýanyň hakyny spravkany, pasport kopýany, wizanyň son kopýasyny, hem-de registrasiýa bärde edeniň kopýasyny aglana ertýäňiz sizin ýeriniňde daşary ýurt hakykatdan okaýar diýip spravka berýär. Şol spravkany pasport kontrolundan geçeninde mäňiň ýerinizde bolmaly. Egerde gaýdaňyzda ýa-da toňky kanýkuldan soň gaýdaňyzda ýerinizde ýok bolsa hiç kim goýberlenär. Yan Kazanyna nemedirler? Pasolstvodan sekretar gelip her kimin pasportyna pechat koýýarlar, to, что стал на миграционный учет. Egerde pechat ýok bolsa, onda da problem bolmagy mümkin. Şoň üçin anketa bar pasolstwanyň hakypatynda, saytynda. Mid Türkmenistan diýip internetden görürsiňiz. Anketany doldurýaňyz, 3-4 ölçekli suratyny ýerleýäňiz, öýüňize gideňizde soň ýygyňyza gaýdaňyzda şu anketaňyz ýanynızda bolsun. Pasport kontroluna sorasalar, şol anketany gün çykaryp bererýär. Şol hiç ýyly size gat bolmasyn. Problema bolmasyn. Sebäbi bärde okaýaňyz insonlarda hemme spisaklaryň hemme zadyňyz Kazanyň pasportuna ýetişdi. Şoň üçin birek duýdurum kim ýok bolsa anam diplom подтверждение ýa-da kimde kim перевод sany kän bolsa, soňky döwürde перевод edilen studentlarda arkiwniň spravkasyna problema bolýar. Ýagny перевод etmejek bolan. Gat kän ýa-da haçanna перевод edilen studentlar diplom tasdiklanmaýar. Şoň üçin bir uniwersitetde okudyňyzmy, şol uniwersitetde tamamlan. Kimden näme sorar? Sonra son yüze çıkarывали. Вопрос, а вот подтверждение хотел сделать, там не было регистрации, это с каких пор ввели? Регистрация вот после Нового года ввели. А вот с этого года? Да. Обязательно, как я проживаю? Да, то, что ты здесь, где живешь, в общежитии, на квартире, вот эта вот регистрация тебе в Туркменистане нужна. Теперь нужно снять тоже. Да. Извините, пожалуйста, можно как руководителям нашей организации на русском немножко вкратце об изменениях, чтобы мы тоже в курсе были, Да, ладно? извините, Спасибо. пожалуйста. Смотрите, Чтобы студенты приходят и спрашивают нас, чтобы мы тоже были в курсе немножко. Когда студенты уезжают домой, им на руки надо дать справку с места учебы. Это архивная справка, наверное? Нет, не архивная справка. То, что он действительно сейчас учится в таком или ином вузе. Вот. Потом он с этой справкой, плюс копия загранпаспорта и копия регистрации, которую он здесь проживает, где или в общежитии, или на квартире. Потом последняя копия визы. Вот. С этими документами подходит в региональное, областное или городское. Это уже выпускник. Нет. Это всем студентам. Потом в региональных учреждениях образования там дается специальная справка, то что такой-то студент учится реально в таком-то вузе, и при паспорт-контроле он должен это показать, справку, да, предъявить. И еще момент, сейчас минуточку, еще момент. На странице, официальной странице посольства есть анкета. Эту анкету надо заполнить. Вот, например, в Казани у почти всех студентов на паспорта поставили визы, то что они стали на миграционный учет. Они вот это вот сдают анкету, и после этого их ставят на миграционный учет. Вот. Пускай они эту анкету скачают, фото матовое 3×4 наклеят туда,
И если их спросят, то паспорт контроля, они просто дадут эту анкету и все. Это же не обязательно. Обязательно. Еще раз, вот, Сердар, я не поняла. Обязательно. Смотрите. Это уже давно, просто консульский учет Вот смотри, уже... тебя не выпустят, да? Нет, я не выпустить. Как меня могут не выпустить, если я на учет встал, допустим, в этом образовании? У тебя есть в паспорте штамп, то, что ты стал на миграционный уже? Не в паспорте, а в специальном Вот, в паспорте правоотделении. учет уже ставят, теперь в паспорте. Нет, я тебе объясню почему так делают. То, что есть студенты, которые несколько год подряд отчисляются и не выезжают в Туркменистан. Это незаконно, так не должно быть. Если кто-то отчислился, то все, восстанавливаться имеет право студент только после 6 месяцев официально. Во всех вузах так. Если вы отчислились, если это мужчина, то пускай едет домой, если не отслужил, пускай служит, после этого, пожалуйста, продолжайте учиться. Никто вас не останавливает. Но у вас есть право учиться здесь. Но если вы уже отчислились, то, пожалуйста, вернитесь домой, сделайте свой долг и учитесь сколько вам угодно. Еще вопросы? Вот еще раз, смотрите, я все-таки сделаю вывод. Итак, ребята, если вы поехали домой на каникулы, вы обязательно идете в канцелярию и берете справку с места учебы. Остальное у вас все есть. Копия регистрации у вас есть, копия миграционной карты есть, копия визы есть, копия загранпаспорта у всех есть. Все бумажки с собой. Главное, не забыть взять справку с места учебы в канцелярии заранее, потому что канцелярия тоже в отпуск уходит в июле месяце. Затем, вы когда туда приезжаете, с этими бумажками идете, кто где живет по месту жительства, управление образования. В управлении образования вам дадут справку о том, что вы на самом деле здесь зарегистрировались, на учет встали, и они про вас знают. И с этой справкой вы уже переходите границу, когда едете обратно сюда, к нам, например, Челны или в Елабугу еще. Вот еще раз, я только не поняла насчет... Значит, скачиваем на официальном сайте. Вот мы международного действия сами сделаем. Мы скачаем для всех студентов пединститута 180, получается, анкет с посольства, да. Фотографии у нас ваши есть, фото 3×4 мы приклеим вам всем. Заполняете вы, ребята, эту анкету. Потом, кстати, анкеты куда не идут. Вот смотрите, если вы сами все здесь заполните, если отсюда сразу в посольство отправить, это лучше будет. Ну тогда вопрос Вот. нет. Если вам удобно, конечно, будет. Мне неудобно, но просто они это не сделают. Я просто вам сразу говорю. Ну, я правду говорю. Они не сделают, потому что Вот все, что вы сейчас нам объяснили, они покивали головой, они сейчас пойдут все и забыли. И никто никакую анкету не приклеит, никакую фотографию. Давайте мы как визу им оформляем. Вот спросите Елену Юрьевну тоже. Закажу нам 25 раз покланяться, принеси, пожалуйста, фотографию. Принеси, пожалуйста, фотографию. Хотя виза ему нужна, а не мне. А фотографию он принесет через месяц, в лучшем случае. Это в их интересах. Их потом не выпустят, и все. Это их интерес, но они понимают этот интерес, только когда вот уже их там прижучат, тогда они понимают. Потом они звонят и говорят, меня, пожалуйста, спасите. Проходи. Dastırışın tapşıran okuşlar var. Diplomunu zaten etmeyen diğerler şeyler yapış. Если сессия закрыта досрочно, то вы берете справку, то что сессия закрыта досрочно. Без этой справки диплом заверяться не будет. Yine bu soru. Eğer sesya dakansa yap 3 tane olduğunda biletin vaktan gelmiyor. Öyle gitmen burada. В смысле, не понял. Но у тебя на руках должна быть справка, то, что ты сейчас учишься, то, что ты не отчислен. Нет, Но имей в виду, если тебя отчисляют, то университет у вас хороший. Вот, например, смотри, если тебя вдруг здесь отчислят, когда тебя nету, то не факт, что тебя обратно. Başlarsın mesela biraz yanlış verdim sana. Eğer ben dastırışını alıp öyle gittim ben 4 yılın içinde her yazda 3 ay öyle oldum. Sonra diplomuza şirket eden vakitte etmeyen diyorlar. Doğru mu şu? Не надо, Diplomuza şirket etmeyen Türkmenistan. В каком случае? Дастırışın kendi. По поводу защиты дипломов расскажу я вам подробно. Я была в ноябре у вас в Министерстве образования. В Министерстве образования четко объяснили, с этого года, с нового года учебного, не признают дипломы, как и раньше не признавали с 9 января 2014 года, заочное отделение и филиалы не признают однозначно.
Не признают дипломы, если вы переводились с одного университета в другой. Потому что если вы перевелись, например, с университета с одной программы, перешли на другую программу, например, учились, как у нас в КФУ, из КФУ к нам, например, кто-то, если переходил, например, со строительного факультета, а сели на факультет математики, и на факультете математики, получается, проучились вместо 5 лет, они проучились, например, 3 года, это не засчитывается, диплом не признают. То есть, чтобы стать учителем математики, вы обязаны учиться 5 лет. Соответственно, все переводы с одного вуза в другой запрещены. Поэтому ребята, которые ко мне подходят, я всем объявляю, мы никого переводом не берем. Мы сейчас на первый курс взяли 8 человек переводом на физкультурное отделение. Это первый курс, это первый семестр. Мы первый семестр сейчас успеем, они смогут сдать. Учебный план мы сейчас программу, индивидуальную программу всем напишем, проблем у вас не должно быть. На первом курсе мы еще и сможем это сделать. Переводы запрещены на первый курс по закону, если это бюджет. Если это не бюджетные, по договорам ребята учатся, то это возможно. Вот это, чтобы вы точно понимали. А как насчет меня? Насчет тебя? Да. Можете попробовать? А у тебя же, ты же магистратура. Ну, лабиринт, у тебя, смотри, ты проучился ты же ушел после первого курса, на второй курс, у тебя все в порядке. У нас, я хочу сказать, за все годы выпускников, которые мы выпускали в нашем университете, признали все 100%, получается, наши дипломы. В этом году не признали одной девушки, только потому, что у нее были переводы внутри нашего университета. Она перевелась с инфака на математику после первого полугодия. С математики, на математике проучилась буквально 2 месяца и перешла на педагогику и психологию. Получается, 3 перевода внутри, и диплом ее не признали. То есть она, получается, 5 лет просто так проучилась. А еще вы сказали, это филиалы. Филиалы не признаются. У вас сейчас сделали грамотно очень, я увидела. У вас первый диплом были неправильные. У вас было написано, диплом идет КФУ, а вот эти с оценками, бумажка, которая идет, где оценки, там было написано Набережно-Челнинский филиал. Сейчас у вас дипломы идут КФУ, и там на бумажке написано Набережно-Челнинский институт. У вас слово институт плюс при университете. Ваш диплом признается. В Елабуге была такая же ситуация, Назар. Там тоже был написан Елабужский филиал. Первые дипломы, которые были, я знаю, что их не признают, филиалы. Сейчас не знаю, какая ситуация. Сейчас мы можем, если напишешь, поменяли слово филиал на институт, то да. И очень важно, например, у нас на магистратуре есть такая форма, например, очная форма, очно-заочная через тире и заочная. У вас не признают магистратуру, если будет очно-заочная написано. Обязательно очная. Магистратуру не признают в тех случаях, если бакалавриат одно направление, магистратура совсем другое направление, то не признают. Егерде нефтқады қояң mesela, бакалавр. Мен өзім нефтқады оқыдым, магистратурада нефтқады болмады. Я юридический оқыдым ғой, что-то юридический болмады. А если физкультурный учился и потом туризм? Не будет заверен. Нет. Там здесь заверено, потому что у тебя в физкультуре, когда ты учился, у тебя в учебном плане дисциплина туризм проходила. Совпадение, если есть в учебных программах, то это признается. Там будет все равно индивидуальный подход. У вас там не совсем уж волки сидят, они все-таки признают ваши дипломы, если вы сможете доказать, что на самом деле вы это проходили. Например, наша магистратура, они учились, например, на физкультуре, Реджеп, да, учился? То есть сейчас он учится менеджменту в управлении в образовании. То есть это чиновник на уровне, то есть вот управления в образовании. Здесь совпадение идет. Здесь дипломы признают. Магистратуру признают. Это вот наш случай есть, когда, вот, например, Ширин у нас закончила менеджмент 4 года, и сейчас тоже признают, тоже подходит. Это когда, знаете, с математики пришли к нам, с математики перешли на английский язык, например, магистратуру. Еще вопросы, ребята, есть? А в случае, если я здесь закончу физкультуру, а в Москве продолжу,
ну, физкультуру, только магистратуру, там будет. Тоже за Нет, смотри, у тебя есть и магистратура, да, и бакалавриат диплом. Ты можешь просто магистерский диплом заверить и все. Бакалаврский у тебя в кармане останется. Ты по магистерскому диплому, если хочешь работать, то можешь работать. Разницы тогда нет, какая специальность. Разницы нету. Если там у тебя специальности отдельные и Если бакалавр, продолжу. тебе один надо будет заверять. А если я продолжу вот физкультуру и дальше физкультуру магистратуру? Пожалуйста. Разные города можно, главное, чтобы один предмет шел. А еще можно вопрос? А вот говорили про миграционную карту, их же на границе забирают. Миграционный учет. Вот эта карточка маленькая, ее Я- забирают, она не нужна В смысле? для подтверждения, ну, на учет Словакии. Нет. Не нужна? Зачем? Вы сказали просто, поэтому... Нет, Регистрация. Регистрация, говорит. У меня маленькое еще пожелание вам. Хотел бы, чтобы хорошо учились и на всех занятиях, чтобы не пропускали. Прежде всего, это здесь дисциплина, конечно. Но вот мы сейчас с ректором встречались, но прекрасная женщина, Фариза Зуфаровна. Мы ее давно знаем, это она, наверное, среди ректоров номер 1 в Татарстане, поэтому не подводите ее. Я очень прошу, чтобы во всех занятиях это присутствовали и хорошо учились. Но это педагогический институт славится вообще в России, поэтому В Туркменистане тоже. да, Туркменистан номер 1, поэтому тут вопросов нету. Поэтому хотел бы, чтобы дисциплина, в первую очередь, учеба, да, всегда. Если будет вас отчислять, мы вас поддерживать не будем, потому что не зря, наверное, отчисляет, если после этих всяких скандалов, непосещения на занятиях. Поэтому, наверное, тоже какой-то должно быть предел. Ну, желание, что хорошая учеба, и успешно закончили, и участвовали во всех наших культурных мероприятиях. Ну, удачи всем. Спасибо. Всем